Здравствуйте. У нас в гостях сахалинский гость, друг Игоря Павловича Фахрутдинова по комсомолу, по работе Андрей Васильевич Агафонов. Андрей Васильевич, давай Андрей скажем, вы в комсомоле были? Я тоже в комсомоле работал. Как вы познакомились с Игорем Павловичем? Ну, во-первых, друг, это, наверное, сказано, может, соратник больше, единомышленник. То есть, вот, значит, с Игорем Павловичем мы познакомились по распределению Красноярского института. Он приехал работать инженером-электриком в наш Тымовский район на Сахалине. Вот. И он сначала производственной деятельностью занимался, но потом проявил свои организаторские качества и был избран первым секретарем Тымовского райкома комсомола. Вот. И он уже в то время, как говорится, показал, что он умелый организатор, входил в народ, близко, как говорится, соприкасался с народом, и своими примерами он заражал нас, комсомольцев, своим энтузиазмом. Вот. Мне вспоминается такой случай. Я был секретарь отделения совхоза, работал токарем в совхозе и неосвобожденный секретарь комсомольской организации. И вот было такое время, что нужно было активность проявлять комсомольцам. И решили это проявлять через художественную самодеятельность. Поэтому, агитируя, что нужно начать вести активный образ жизни, участвовать в самодеятельности, вот, он говорил это нам с трибуны. Но чтобы показать это наяву, он сам записался в драматический кружок в районном центре, сам выходил, ставил спектакли, и неплохо. И мы, глядя на него, думаем, да, тогда и секретари должны у себя на местах, и я в своей деревне, в селе Кировское, тоже, как говорится, организовали художественную самодеятельность. Мне тоже пришлось выйти на сцену, и играли драматические какие-то сценки небольшие, вот, и пели песни гармонистом Нидзе Иван Иванович. И вот я обратился в совхоз, а все шли навстречу, тогда комсомол поддерживали. И возили за 3 деревни на репетицию, на концерты за этим, значит, гармонистом. Вот. И у нас самодеятельность складывалась, была активность. То есть я вот говорю, вот своим примером он нас поднимал значит, к активному образу жизни. Вот. И мы не могли не брать с него пример. Каким он был губернатором? Вот, конечно, труд теперь оценить. Губернатором, вот значит, вы хоть немножко знакомство да, сохранилось? губернатором, вот сейчас мало таких лозунгов. Богатому острову честного губернатора. У него в основе лежала вот, значит, справедливость, порядочность, правда. Кое-кто вот даже улыбнется при этом слове. Да, вот сейчас так, вот, так не бывает. Вот, понимаете, сейчас это не здорово услышишь, понимаете, когда и люди верили, мы его избирали, и он считался у нас, он 8 лет был, он был у нас народным губернатором. Так мы считали, что народный губернатор. Он, как говорится, очень обаяние у него большое, глубокий ум, трудолюбие. Значит, вот такой пример. Значит, он ушел из жизни, и неиспользованного отпуска у него осталось 423 дня. То есть он все отдавал работе, людям, производству. Вот громко звучит, а на самом деле это большая истина. Да, да, потому что в основном вот идеалы же вот о себе и себе тащить. Да. И в книге «Неоконченный реквием». Такой человек действительно достоин, чтобы ему памятник ставили. Да, поэтому я хочу выразить большую признательность вашему руководству, вот, татарской диаспоре, что вот это дело поддержано, увековечено, и он на аллее героев. Значит, сейчас вот мы несколько дней назад открывали ему памятник. Конечно, Балтасяк. Поэтому я хотел бы выразить, вот, как говорится, от себя, от сахалинцев, наверное, это меня поддержит, вот большую благодарность, что такие большие люди увековечены в памяти. И я подумал, откуда такой феномен Игоря Павловича, вот это, значит, ум, трудолюбие. И когда я приехал сюда, коснулся, пообщался с его родственниками, они, оказывается, вот мы были, значит, там, где он родился, и они рассказывают, что они
тоже такие. Вот этот родственник уже... И вы убедились в этом, да? Да. И что он говорит, я говорю, вот он отпуску столько, вот у него 423 дня он не использовал, он был на производстве. А он говорит, а я вот отпуском последние 5 лет перед выходом на пользу, перед выходом на пенсию начал использовать. А до этого я тоже всегда трудился. Он же погиб в авиакатастрофе, да? Он, да, вертолет разбился. Вертолет разбился, да. Вот 20 августа 2003 года. Где, в горах, где, в лесу? Да, нет. Да. Установили причину техническая или какая-то ошибка? Или погода? Ну, сказали, что погода препятствовала, и на вертолете. Вертолет, значит, летел в облаках, потом перед ними тут сопка резко открылась, и они резко подняли, значит, рули, и вертолет не выдержал этой нагрузки. Теперь это трудно установить, но установить, да, каким был человек, да, и помнить да, можно. А каким человек? Вот и я понял, что вот эти корни у него, вот это вот именно отсюда у него. А вы знали, что роды, корни у него из Татарстана, а он татарин по отцу? Нет, мы знали, но он никогда не подчеркивал, у него нету, у него все равны, все, то есть вот преимущество, он, как говорится, что он никогда, да я никому. Я хочу сказать, и здесь, будучи, я человек, вот работал на должностях, и мне интересно мнение и вот души людей. Вот, и я поглядел, я спрашиваю, много таксист, значит, горничная, третье, пятое. Никто не сказал какого-то неудовлетворения. Вот здесь дружба, это настоящая дружба народов. И я вот первый раз в Татарстане, я думаю, здесь есть чему поучиться. Вот у вас, значит, организуются вот эти ассоциации татарские, как они, какие они дружные. Как у них много, так сказать, возможностей, и они используют. Вот Закия Валитова. Сколько она работает, сколько она занимается. Я вот благодаря ей здесь. Вот, поэтому есть чему поучиться. Поэтому я приехал, и я считаю, не зря. Сколько внимания уделяется молодежи, нам показали. Какая молодежь такая интересная. Я был на концерте, вот, там рядом с Балтачами в районе. Бенефис был у певицы. Вот, она выходила на заслуженный отдых. Я посмотрел лица людей, понимаете, вот какой-то передается доброта и уважение к людям, и вот это как-то все взаимно. И разговаривая с людьми, я смотрю, прям слезы умиления такие, понимаете, просто вот, то есть люди некоторые есть, не радуются радостью другой, а это все у них воедино. И я разговариваю о отношениях с руководителями, мне это интересно. Я подивился, они просто вот рассказывают мне и говорят, как у вас жизнь, как все. Они говорят, хорошо, но мы хотим, чтобы это долго продолжалось. Поэтому Ментимир Шаймиевич, чтобы еще долго жил, он определил нам эту политику. Это его преемник. Да, вот преемник. И все люди из народа, они знают, значит, вице-премьер приехал на открытие ФАПа. Васил Шахразиев, да? Да. Вот он приехал, он такие теплые слова, у меня не по сей день в душе, аж прям, он так отнесся к детям, вот, к людям. Это просто видно, что они знают людей, понимают этих людей, и люди им платят тем же уважением, добром. Вот это мне здорово, потому что сейчас не все, многие говорят, эти руководители-то, а здесь я вот услышал, не где-то у каких-то чиновников, а именно у простого народа. Это меня тронуло, конечно. Поэтому щедрость души у вас здесь, вот такие они щедрые, такие уважительные. Вот будучи на этом концерте, я стою там, да, все заходят в Дом культуры, здороваются со мной за руку, не знавшие меня, понимаете? То есть это очень здорово, это много. Значит, сила еще там есть. Да, это многого стоит. Поэтому и видно, люди занимаются спортом, много этих спортивных сооружений, они стремятся, и видно, они не избалованы, они, видно, серьезные. Вот я вот я выхожу, нет, перекурю, концерт 2,5 часа.
я мало вижу, что кто курит, молодежь почти не курит, то есть все трезвые, понимаете, вот это мне тронуло, поэтому я ж сравниваю, кажется, вот. Но не перехвалите, действительно, нам Нет, надо нет, потянуться, оказывается. Да, это очень здорово. Поэтому, конечно, вот этот менталитет татар, вот отношения, вот межнациональные отношения, я считаю, это очень здорово. Вот все поставлено. Поэтому хотел бы, значит, слова благодарности руководству. Это просто я от народа и свои впечатления передаю. Дай Бог ему долгих лет, вот, благополучия Татарстану, жителям. Поэтому я скажу, я уезжаю с чувством благодарности, мне есть с чем с людьми, как говорится, передать какие-то вот, как надо жить и как надо относиться к жизни. Вот, поэтому просто я, так кажется, взял много хорошего вот из Татарстана. Уважаемые зрители, недавно в Балтасях установлен памятник погибшему несколько лет тому назад губернатору Сахалинской области Игорю Павловичу Фархутдинову. Вот о нем, о своем хорошем знакомом Фархутдинове Игоря Павловича, о Татарстане, о татарах своими мыслями поделился Андрей Агафонов, бывший комсомольский работник, сельский житель, гость. Спасибо вам, привет передайте. Спасибо большое, спасибо.